Balti un melni un pelēki kaķi. Ja negribat vairs strādāt, bet zināt tikai par savu vēderu gādāt, augšā celties un uz kaķu skolu gudrību smelties. Так звучит голос ведущего историка Венспилского музея Арманда Виюпа в радиокниге под названием «Это произошло на бульваре Кошачьей лапки». При поддержке Государственного фонда культурного капитала Венспилский музей представил общественности повторный выпуск поэмы для детей венспилсчанина Херберта Дорбе. В комплекте с книгой есть и аудиодиск. Так, например, звучит голос Ингриды Штрумфы. Buldur, buldur, kaķu bērni, aizmirstiet uz visiem laikiem krējuma ķērni. Tagad būs jāmācās lasīt un rakstīt. Поучительная поэма для детей про кошачью школу предназначена и для тех, кто еще не читает, потому что пьеса качественно озвучена благодаря актеру Рудольфу Плепису. В книге, которая нам знакома с детства, до сих пор сохранились оригинальные иллюстрации художника Индулиса Звагузиса. Это издание было популярно уже в 1971 году с момента своего выпуска. Интересно то, что в городе эта книжка не сохранилась. Ни в главной библиотеке, ни в Парвинской, ни в Галинцемской. Из школьных библиотек она была только во второй средней школе. Мы начали искать эту книгу в прошлом году, когда у Герберта Дорбе был юбилей. И теперь у венспилских детей снова будет эта книга. Эту книгу можно использовать и в качестве подарка. Роль одного из котов озвучивает сам мэр Венспилса Айварс Лембергс. Jums augstas gudrības mācītas tiks. Nekas noklusēts vai apslēpts nepaliks. К этому ценному изданию идет дополнительный материал про время, когда писалась эта книга, и рукописи писателя. Когда впервые вышла эта книга, об этом можно узнать из дневников Герберта Дорбе. В книжном магазине «Гайс» мы ее полностью раскупили. И Дорбе написал издательству, чтобы прислали еще 2000 экземпляров. Но издательство ответило, что в Латвии и другие дети тоже хотят читать эту книгу. Они пообещали только, что постараются помочь. Это было в 1972 году. При поддержке Венспилского свободного порта Венспилский музей выпустил вторую книгу под названием «Венспилс раньше и сейчас». Эта книга будет полезна тем, кому интересно, как выглядел Венспилс в начале 20 века. Сочинил поэму патриотически настроенный поэт с псевдонимом Таут Миилис. Настоящее имя Робертс Берзинш. Историки Венспилского музея пополнили стихотворные строки пояснениями и визуальным материалом, чтобы, читая о прошлом города, читатель мог представить конкретные места и в наши дни. Книгу «Венспилс раньше и сейчас» можно было приобрести на презентации в обмен на пожертвования, которые Венспилский музей собирает для реставрации коллекции музыкальных инструментов. Ольга Гавара, Гонда Порница, Инс Жодзинш, Курзамское телевидение.